Началом пути становления гражданской обороны в Ингушетии считается 1993 год. Именно тогда распоряжением президента республики создали группу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. С тех пор так называемый отдел ГО Ингушетии прошел определенные этапы развития и преобразований. В феврале 1994 года Госкомитет был преобразован в Министерство по чрезвычайной ситуации Республики Ингушетия, а в 2004 году уже в Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия. Ну, по сравнению с тем периодом, который был и который имеет сейчас, конечно, большая разница, потому что сейчас у нас полноценные управления, сейчас у нас полноценные направления, то есть обученные люди, которые прошли переподготовку, то есть сравнивая эти два этапа, ну и, конечно, численный состав и качественный состав уже сейчас намного выше и больше вопрос, и которым мы занимаемся гражданской обороной. С самого начала на организацию легли сложные, а иногда даже, казалось, непосильные задачи, чтобы защитить простых людей от чрезвычайных ситуаций как в мирное, так и в военное время. Конечно, проблема была это огромное количество беженцев, поступивших в Чеченской республике. На вот тот момент такого объема количества беженцев, людей, которые потеряли все, кровь, одежду, их надо было обустроить, их надо было накормить, их надо было, там очень много вопросов было, спасатели там днем и ночью у нас продолжают работать. То есть за счет местного населения очень хорошо помогало, кстати, надо отдать должное, потому что первый удар, вот мы это всегда говорим, что вот обозначаем, показываем галашные лагеря, там, работа спасателей, да, она была, но первый удар на себя принял эти жители республики, простые жители, они у себя принимали этих беженцев. Эти времена застал и Адам Цуров. Мужчина стоял у самых истоков становления службы. В 90-х он работал ведущим специалистом отдела мероприятий по гражданской обороне. Особенно ему запомнилось наводнение в 2002 году в Джейрахском районе. О своих достижениях пенсионер скромно умалчивает, но о подвигах своих коллег вспоминает и говорит с удовольствием. В Джейрахском районе Шимоду адым, калхар дахарса, цар дуахандары, жадары, ышт-ыжыш, калхар дуахаш, зи цугультыр наха. Дал, отдя, асып, цейнуш адахары,ызы дари диалгыр мыдари, дахо малдырди, то диал пурумыцы, вай кегиш наха, сага зи цугультыр, саги сакельцы дуальтырш, ышт калхар бяхар царыш. Он отдал работе в МЧС 25 лет. А ведь сначала Адам Цуров учился на строителя и несколько лет даже трудился по специальности, а также писал карты, пока руководство министерства не заметило его талант. Так Адама и пригласили на работу картографом, а дальше учеба в Академии гражданской защиты в Химках. После окончания учебы его перевели в новый на тот момент отдел гражданской обороны. Мала бог итбар, мала бог огорхо ялч, аза хава малдо чодо бобу хана МЧС басо бог огватер. Нах калхар бахр, сага зулум цахалч, леводр хава сунчо хосхетмас, сага бал цахал, тахан цасаг акалхар вяхкач, мелдуах восолдес, тахан сага кельцедалар, сулхозафат. Ветеран гражданской обороны, председатель общественного совета Главного управления МЧС, ветеран боевых действий. На пенсию ушел 9 лет назад, по словам Адама, чтобы дать путь молодым. Но даже дома он всегда находит чем заняться. Вот несколько лет назад увлекся пчеловодством. Любое время. Сагат лунатон, действительно, на самом деле, Бог би амаво саг, то цахцунвах, туда мухоис, мелхалде. Профессиональный праздник Адам и его коллеги празднуют 4 октября. Именно в этот день постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР. Так и началось создание отдела гражданской обороны. Хава Гайзикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.